Здравствуйте! В эфире «День в истории Абхазии». 9 февраля 1918 года Абхазский народный совет и Национальный совет Грузии заключили соглашение, определяющее их взаимоотношения как союз двух государственных образований. Соглашение включало следующие 3 пункта. Первое. Воссоздать единую нераздельную Абхазию в пределах от реки Ингур до реки Мзымта, в состав которой войдут, собственно, Абхазия и Самурзакань. Второе. Форма будущего политического устройства единой Абхазии должна быть выработана в соответствии с принципом национального самоопределения на учредительном собрании Абхазии. Третье. В случае, если Абхазия и Грузия пожелают вступить с другими национальными государствами в политические и договорные отношения, то взаимно обязываются иметь предварительные между собой по этому поводу переговоры. Интересно, что на совещании в Тифлисе в этот день представитель Национального совета Грузии Чхинкели в беседе с Александром Ширвашидзе пытался поставить вопрос о выходе Абхазии из состава Союза горцев Кавказа. 9 февраля 1926 года был учрежден Пицунский сосновый заповедник. Исторические документы свидетельствуют о том, что исследователи кавказских лесов, знатоки и лесоводы неоднократно писали об уникальности Пицунской рощи и необходимости ее охраны от пагубного воздействия человека. Еще в 1913 году в известиях Кавказского отдела Императорского русского географического общества была напечатана справка, где отмечалось: Пицунская роща давно уже признана заповедною, а в 1895 году высочайше пожалована Новоафонскому монастырю с тем, чтобы они не рубили здоровых деревьев. В 1924 году Первый краеведческий съезд Черноморского побережья ходатайствует об объявлении Пицунской сосновой рощи заповедником. Через 2 года Пицунский сосновый заповедник был учрежден на площади 200 десятин. Пицундо-Мюссерский заповедник в его современном виде был создан в 1966 году. Чтобы вырасти самшиту до такой толщины, нужно 200 лет. А чтобы срубить и смастерить из его красивой и на редкость прочной древесины безделушку, понадобится всего несколько часов. 9 февраля 2009 года Абхазию посетил комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммарберг. На встрече с президентом Сергеем Багапшу он заявил о необходимости открытия офиса по правам человека в Гальском районе Абхазии. Багапш, в свою очередь, обратил внимание Хаммарберга на массовые нарушения прав жителей Абхазии, которым большинство стран Евросоюза отказывает в получении въездных виз. Это не что иное, как проявление политики двойных стандартов со стороны Европы, подчеркнул он. 9 февраля 2009 года артисты команды КВН «Нарты» из Абхазии запускают новый проект – комедийное шоу «Алав Клаб». Здравствуйте, я извиняюсь. Я хотел узнать у вас охота, как продвигается вообще здесь? Баровцес. Ваши документики быстренько. 9 февраля 2011 года Абхазской православной церкви переданы в безвозмездное бессрочное пользование 38 объектов историко-культурного наследия, а именно храмы, соборы и часовни. 9 февраля 2012 года культурный сезон «Абхазия-Россия-2012» открылся концертом Юрия Башмета. Всемирно известный музыкант Юрий Башмет и камерный оркестр «Солисты Москвы» выступили в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба. Напомню, что в 2008 году ансамбль Юрия Башмета стал лауреатом премии Грэмми. Кстати, это первый российский камерный ансамбль, удостоенный такой престижной премии за всю ее 50-летнюю историю.
9 февраля 1933 года родилась Елена Джикерба, певица, заслуженная артистка Абхазии, выпускница Сухумского музыкального училища, солистка Абхазской филармонии, солистка хоровой капеллы Абхазии. Елена Джикерба принимала участие в постановке оперы Шведова «Аламыс», исполняя партию главной героини Назиры. В репертуаре певицы сочинения Глинки, Чайковского, Рахманинова, Баха и других. 9 февраля 1933 года родился Владимир Смыр, заслуженный работник здравоохранения Абхазии, кандидат биологических наук, доктор медицинских наук. Докторская диссертация Владимира Смыр, защищенная им в 90-е годы, посвящена закрытой военно-медицинской тематике, проблеме выявления и испытания препаратов против разных видов бактериологического оружия, СПИДа, инфекционных заболеваний. Во время Отечественной войны народа Абхазии Владимир Смыр организовал доставку медицинского протезно-ортопедического оборудования в республику, что в свою очередь позволило открыть Республиканский протезно-ортопедический центр в Гагре. Владимир Смыр награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней. А сейчас о некоторых событиях, произошедших 9 февраля в мировой истории. 9 февраля 1895 года Уильям Морган придумал новую командную игру в мяч, смешав элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. За короткий период эта игра, а речь идет, как вы уже догадались, о волейболе, стала массовым развлечением для самого широкого круга людей. Сегодня это олимпийский вид спорта. 9 февраля 1897 года стартовала первая полная перепись населения Российской империи. 9 февраля 1900 года Кубок Дэвиса был основан 20-летним американским теннисистом Двайтом Дэвисом. 9 февраля 1969 года состоялся первый полет самолета Boeing 747. А еще 9 февраля – Международный день стоматолога. И в заключение выпуска информация о погоде. За последние 10 лет в день 9 февраля самая высокая температура была зафиксирована в 2013 году. Это плюс 15 градусов. Самая же низкая температура 3 градуса в 2012 году. Это вся информация. Всего доброго. Увидимся завтра на канале Абаза ТВ.